старый вокзал. Здесь у нас летом фонтан. Сейчас кратко расскажу вам. Вон, видите памятник? Вон. Это братская могила. У нас здесь происходили очень кровавые бои буквально 100 лет назад, во время гражданской войны. И там похоронено 150 народоармейцев. Здесь в 1921 году, значит, вот проходил большой марш, митинг такой. Василий Константинович Блюхер проводил. Вот, перед Волочаевским сражением. Про сражение, наверное, все равно знаете, да? То есть для того, чтобы мобилизовать дух, здесь было выстроено около 5000 бойцов и партизанов. Вот. Ну вот в Инском бою погибло 150 человек, на Волочаевке погибло более 500, но на сопке захоронено 116 человек. Вот. Ну, у нас есть еще очень много памятных мест времен гражданской войны. Есть в поселке Сквер, где установлены пилоны погибших в Великой Отечественной войне, поэтому как бы есть что рассказать интересного. Ну, я вас приглашаю в районный музейно-выставочный центр имени Клипеля. Поехали. Так, вот я говорила, это памятная могила. Здесь мы это... Она могила могилой? Могила, да. Потом налево снова. Установили в рамках президентского гранта памятную доску, где написали, что налево сейчас, что это братская могила. Потому что был просто памятник, и дети не все знали, что это могила, и как бы понятно, что бегали. Другое отношение. Да, а вот с правой стороны пилон, видите, вон высокий стоит. Это освободителям тоже, прямо вот синенький, это ДК. Вот этот пилон тоже освободителям Инского боя от белоповстанцев и казаков. И в рамках президентского гранта мы тоже установили мемориальную таблицу с той стороны, потому что провели большой поиск и выпустили книгу памяти. И вот результаты поиска мы отобразили вот на этой мемориальной доске. А он тоже краевед, значит, участник 3 войн, писатель. Прям вот они как соратники. Они, наверное, виделись с Владимиром Клавдевичем, я так думаю, в свое время. Значит, до войны он жил в Хабаровске, а после войны... Ой, до войны у нас жил, а после войны в Хабаровске. Проходите, пожалуйста. Наш музейно-выставочный центр. Сейчас мы... Откуда начинаем? Так, я так думаю, чтобы вам раздеться, я вам провела обзорную экскурсию. А? Как вы думаете? Правильно. Уважаемые гости, вы находитесь в музейно-выставочном центре имени Владимира Ивановича Клипеля Смедовического района Еврейской автономной области. Наш музей функционирует с 2010 года, и у нас уже более 12 экспозиций. Мы собирали материалы вместе с детьми, школьниками, родителями, общественностью, ветеранами. Поэтому вот я хочу очень кратко вам рассказать. Значит, у нас экспозиция «Покровская культура», значит, о племенах, которые проживали на территории нашего района 13-14 века. Это амурские джурджени, как мы их привыкли называть. Вот, экспозиции, очень много экспонатов, практически они все оригинальные. Здесь, ребят, я знакомлю, рассказываю о том, что как проживали племена, какими орудиями труда пользовались, какой у них был быт, как производились захоронения. Поэтому, конечно же, очень интересно. Значит, ребята с удовольствием также еще участвуют в мастер-классах. Вы видите вот глиняные кувшины. То есть они изучают, какая была посуда, и потом стараются повторить. То есть мы это все делаем на детском гончарном круге. Они вот делают такую посуду для того, чтобы запомнить об этой культуре и, значит,
рассказать даже своим родителям, там, родственникам. Ну, следующая экспозиция посвящена флоре и фауне Смедовического района. Мы практически начали музей с этих двух экспозиций. Здесь представлены виды животных, птиц, рыб. Вот. И, значит, эта экспозиция имеет озвучку. То есть, когда я провожу экскурсию, то есть включаю, птицы у нас чирикают, значит, кабанчик у нас дикий хрюкает. Вот. Поэтому ребятам, конечно, очень интересно. В Смедовическом районе более 35 видов животных, около 90 видов рыб, значит, до 200 видов птиц различных. Буквально недавно приезжали гости из Китая, которые занимаются птицами, и у нас на станции был установлен памятный знак в честь гуся-пискульки. Вот он вверху у нас. Да, потому что им это очень интересно, они охраняют этот вид птиц, и получается так, что этот гусь перелетает, и в летнее время он гнездится у нас, поэтому вот, значит, ему такая честь. Как я говорила, у нас около 90 видов рыб в нашем Смедовическом районе. Здесь у нас вот, значит, есть аквариум с нашими видами рыб. То есть это только все, что касается Смедовического района. Большого труда составляет моему помощнику, оператору Виктору Ильину, сегодня он вас снимал. То есть ухаживать за ними. Вода у нас разного качества, бывает хорошая, бывает не очень, поэтому... То есть вот это вся его заслуга, то есть вот чучела голов рыб, то есть вот мы это все с ним делаем. Да. Виды рыб вот здесь вы видите. Другим, можно сказать, таким, ну, основательным делом это страницы истории прошлого, гражданская война на Дальнем Востоке, потому что вы тоже, скорее всего, знаете о том, что гражданская война имела здесь у нас на Дальнем Востоке акцент освободительный от интервентов, да, потому что у нас здесь были, конечно, и японцы в первую очередь, и американцы, и поэтому, значит, здесь у нас на станции произошли большие кровопролитные бои, я уже вам говорила. То есть, можно сказать, переломный момент случился, когда уже либо отступают красноармейцы, либо они побеждают. И вот в решающий момент Василий Константинович Блюхер, вы видите здесь вот скульптурную группу, у нас Блюхер, Серышев и Постышев разрабатывают план Волочаевской операции. То есть мы запечатлели момент фотографии. И вот Василий Константинович Блюхер в решающий момент присылает с Благовещенска бронепоезд с коммунистами. И то есть вот это, значит, произвело как раз то действие, что, значит, красноармейцы одерживают победу и готовятся к Волочаевскому бою. Здесь очень много у нас фотографий. Вот, пожалуйста, об этой книге я не могу не сказать, потому что мы буквально в конце года закончили президентский грант. Команда наша «Бессмертие имен земли Волочаевской». И мы собрали материалы, все только что можно собрать на Дальнем Востоке о гражданской войне в рамках нынешней ЕО. Конечно, на весь Хабаровский край мы не могли размахнуться, но здесь вот собран материал, значит, около 2000 фамилий участников гражданской войны, волочаевских, инских боев, поэтому, конечно же, стоило большого труда, но, тем не менее, нам... Да, и красные, и белые, все в алфавитном порядке. И весь материал собран вот воспоминаний, значит, архивный материал. То есть мы работали с Биробиджанским архивом, с Хабаровским архивом, музеем Градекова, не говоря о всех музеях школьных, потому что очень много там материала собрано краеведами прошлых лет. Поэтому, конечно, эта книга в количестве 500 экземпляров была издана, и ушла она по всей России. В соседние регионы, кстати, я вам ее подарю, потому что мы распространили эту книгу, значит, Амурская область, Хабаровск город, Приморье,
То есть по всем библиотекам, музеям, школам нашего района и области. Поэтому, конечно же, я вам дарю с удовольствием вот такую книгу памяти. И цель вот этого подарка, что, возможно, кто-то из ваших единомышленников продолжит нашу работу и соберет материал, связанный с гражданской войной. У нас очень часто вот ребята, говорили, в том числе интересуются. Да? Мы начали собирать и красных, и белых. Да? Потому что красных-то что-то есть, а по белым вообще ничего. Угу. Так что поэтому... Я думаю, для него будет бесценный подарок такой. Да, с удовольствием. Потому что и Постышев свой след оставил у нас. Вот, очень здорово. Поэтому читайте. Ага. Ну, далее. Из чего сделано вот это? Значит, это гипс, а это цемент. То есть это наши умельцы делали. То есть простые железнодорожники делали Постышева, а художник с Биробиджана сделали вот, значит... Ну, гипс, он как-то немножко по-другому называется, но смысл тот же. Так, далее, значит, у нас экспозиция, которая посвящена Великой Отечественной войне. У нас 6 героев Советского Союза. Можно сказать, что 4 героя Советского Союза, 1 кавалер 3 орденов славы, Гагаринов. Это Смедовичи, да? Это Смедовический район. И во втором зале я вам покажу Героя России, который тоже оказался нашим земляком, и о нем заинтересовался сам президент Владимир Владимирович. Вот, ну здесь хочется... Вот они родились здесь или жили здесь? Они жили здесь до войны, призывались они именно с нашего района, да. Те, которые после войны прибыли, допустим. Да. Вы считаете их? Они здесь есть? Есть, но они не на стенде, вот они. Мы в 2015 году выпустили книгу памяти. Это вот инициатива снизу, то есть это вот ветеранская организация поселка. Мы выпустили вот такую книгу, был просто раньше список. А мы нашли вот фотографии людей, нашли биографии их, видите, то есть вот этого ничего не было. И в рамках, ну сами, просто никакого гранта, сами. Глава дал деньги, а мы вот это все сделали к 2015 году. Вот, поэтому тоже нашли много фамилий. И сейчас самое интересное, что жители вспоминают и обращаются, просят этот же материал. Вот. Есть у нас боевые ордена, есть у нас... И буквально хочу рассказать, представляете, вот про этого человека, Гричина Михаила Романовича, который работал в милиции, 3 раза писал рапорт и, значит, был отправлен на Ленинградский фронт. Михаил Романович в 1944 году погибает, но интересная история происходит в поселке через 30 лет, когда мать с сестрами и с сыновьями и родственниками пришли в клуб Шевчука старый посмотреть просто фильм художественный и увидели своего живого Михаила в документальной съемке. Да, Алексей Алешенька, сынок, да. Вот его мама. И вот они это все увидели, значит, на киноэкране. А он, когда был жив, он писал, что нас снимала документальная группа. Может, вы меня когда-то увидите. Представляете? И местные поэты, такой стих проникновенный, конечно, про него написали. Вот. И сейчас, когда провожу экскурсию детям, мы с нашим телевидением мы нашли отрывок из этого фильма, ролик. Если вам интересно, я потом покажу. И он там идет с пулеметом, все как в стихотворении. И ребятам я даю задание. А сейчас вы Михаила Гричина должны найти в этом ролике. Конечно, у нас мало экспонатов по Великой Отечественной войне. Вот немецкую каску я привезла с Запада, значит, будучи там в гостях, поэтому она у нас на полу. Ну, вот то, что есть. Вот с Биры нам такой снаряд, ну, сравнительно новый, но тем не менее. Снаряд подарили. В этом костюме наш земляк участвовал в Параде Победы в 1945 году. Да, сам он родом из Волочаевки. То есть, да. Ну, здесь у нас закрыто этим. Здесь советский период и о Владимире Ивановиче Клипеле.
Ну и, конечно, самая у нас такая экспозиция «Шаги во времени». Вот, то есть 2 экспозиции «Шаги во времени». Значит, как я уже говорила, что станция ИИН возникла в связи со строительством Транссиба. Вот, и здесь вот запечатлены у нас все наши выдающиеся земляки. Буквально недавно мы были в гостях в Хабаровске, наша землячка туда переехала, у Валентины Петровны Тетюшиной, а она была начальником станции, единственная женщина советского времени, и рассказывала, как они переводили стрелки, как это было ответственно, как в 1947 году сошел поезд с людьми, то есть вот была одна авария, как было много раненых. Когда мы начинали музей, я думала, как же мы сделаем? Да нет никаких экспонатов, да уже время прошло, все люди повыбрасывали. А на самом деле, посмотрите, сколько всего нанесли. И старинные фонари, вот эти, как, с которыми железнодорожники, осмотрщики ходили. Интересный случай, старожилы вспоминают, идет осмотрщик, значит, по пути, поставил фонарь вот этот возле своей там кондейки какой-то, выходит, уже то один фонарь светил, а уже еще видит фонарь. А оказывается, это волки подошли, и, значит, он давай стучать колотушкой. Вот. В районе Вандана, такие рельсы, это лес спускали с гор по таким рельсам, узкоколейным. А, да? Да, ага. И вагонетки такие, и лес грузят, и с горы прямо спускают. А раньше же ГУЛАГ был. Да. Да, и строили каторжане. Указывает в дневнике своем, да. что люди заготавливают, женщины заготавливают лес для строительства железной дороги. Да, конечно, очень много было каторжан. Интересный случай произошел здесь на станции ИИН, когда приехал нарком путей сообщения Каганович. Значит, он не верил в этот биробиджанский проект, что здесь можно построить еврейскую автономную область, и вот он собрался приехать и посмотреть, что же на самом деле. И у нас, у старожилов, есть воспоминания, что жители очень долго, полдня ждали, значит, когда же приедет высокое начальство. Но уже начали расходиться, и тут вдруг приезжает правительственный состав, выходит Каганович, вот старый вокзал, да, можем мы представить, выходит, значит, Каганович, жители выстроились 2 шеренги, значит, вместе с Кагановичем вышли его охрана, все руки держали, значит, в карманах, потому что, значит, охраняли, да, там оружие у них, и тут растерялся какой-то нашинский стрелочник, и он выскакивает посреди это всех и замер перед ним. Ну, все народ ахнул, думали, ну все, расстрел. А это 30-е годы, расстрел. Значит, он остановился, замер, Каганович спрашивает, ты кто? Он, я стрелочник. Каганович, как выполняется приказ? Стрелочник не растерялся, ответил, по вашему распоряжению поезда, паровозы ходят как часы. И вот этим своим бравым ответом он спас себе жизнь, можно сказать, да. Вот, очень долго Каганович здесь распекал местное начальство за то, что вовремя они сделали водопровод и для снабжения вот паровозов водой. И потом пригнали, как вы говорите, этих всех заключенных из Берлага, вот, и быстренько все сделали. Хорошо. Да, вот здесь вот у нас, можно сказать, такая интерактивная карта, то есть у нас населенные пункты, которые, вот, это которые у нас утрачены, это по заставе, сейчас мы работаем, Вот Амур, то есть вот юг туда, за железной дорогой, Петровская, Вознесеновка, значит, Луговое. Песчаное, где Песчаное? Так, а почему вы про Песчаное там написали музей? Я не знаю. Да. Значит, Где... вон Песчаное. Вот Да, Песчаное. он же упоминает Песчаное, да? Что Да, на реку здесь, спускались. Да, здесь они ночуют, вот тут. А. Где река Урмита. Так, черная это железная дорога. Да, Урми. Так, вон она голубенькая, да? Да, вот голубенькая, да. Да, вот она по северу как раз идет, видите? Это красная граница области, а голубенькая это, наверное, и есть река Урми. Значит, ты по Покровке живешь, оказывается. Да. Или в даче, и в Израиле. Да. С Хабаровска.
Вот, и поэтому вот мы сделали карту, и она географическая, историческая. Здесь вот фотографии тех лет мы, чтобы людям было интересно, да, как вот все начиналось, первые магазины, первые больницы, вот уже вокзалов этих нет, рыбалка вот знаменитая у нас всегда на Амуре, то есть мы видим фотографию. Вот, интересно детям я провожу экскурсию, как сплавлялись. Посмотрите, это сплавы Муравьева-Амурского, значит, 5 сплавов. Как раз вот во время, значит, этих сплавов и образовывались вот эти станицы, значит, села, а потом пограничные заставы вдоль Амура. Сейчас мы готовим проект областной на создание вот именно экспозиции по пограничным заставам. Очень интересно, вот как аборигены, переселенцы, значит, того времени. Вот, и, значит, много экспонатов, но хочется акцентировать вот на этот экспонат. Как сказал известный художник, который делал многие музеи на Дальнем Востоке, говорит, вот такой пушки затинной пищали практически нет вообще на Дальнем Востоке. То есть нашли ее в Волочаевке, в огороде, и мы с Алексеем Николаевичем Зайцевым, тоже наш известный краевед в районе, решили, что это переселенцы привезли на плоту, значит, на плотах, вот по Тунгуске, вот, и по протоке в Волочаевке ее выгрузили, потому что она неподъемная просто, настолько тяжелая. Ну, она не того периода просто. Ну, она, наверное, 17-й. Времена Хабарова. Я и говорю, что времен Ерофея Хабарова, да. Нет, переселенцы, говоришь, там же переселенцы не было. Ну, чуть раньше переселенцы все равно проникали. Это стреляет на 6-8 метров всего, ну, наверное, пугали хунхузов в то время. Да. Невельской наверняка пользовался. Нет, это все до того, как это времена, именно, как говорится, Хабарова. Конец 17 века, да? 1600 какой-то там год. Ничего себе. Да. У вас такой экспонат. Да. Второй зал еще есть, да? Ну, второй зал-то у нас немножко ремонт. Вот это, посмотрите, Смедовический район современный. Вот это все выпускают в нашем районе. То есть вот особенно Приамурская, конечно. Там вот эти заводы, значит, с китайским вложением. Вот, ну, очень много предприятий по выпуску деревопродукции. То есть, как говорил наш глава, можно... Нет, они работают. Ну, может, какое одно-два закрылось, остальные работают. Значит, то есть можно купить в Смедовическом районе все, чтобы построить дом, как он говорил. Да, то есть вот у нас... Фанеру делать? Вот металлоконструкция сейчас хорошо работает, да. Где? Тельмана? Да. Вот Ну, там и самолеты. Ну, про самолеты у нас там еще ничего нет. А это вот, да, это на Приамурской, Люсяо. А? Это все вот на Приамурской, там, можно сказать, 10 предприятий в одном, китайское, да, китайские акции. Завод металлоконструкция очень крупный там. Да? Сейчас я ключи возьму. Сделали экспозицию, посвященную Петру Гермогеновичу Смедовичу. Смедовический район многие знают. А кто такой Петр Гермогенович? Был ли он у нас тут вообще? Никто ничего не знает. Значит, Петр Гермогенович Смедович, известный революционер, партийный деятель начала 20 века, мы это с вами все знаем. Значит, был он на Дальнем Востоке один раз, на съезде, кстати, вот, делегат с решающим голосом прибывших на Первый Дальневосточный краевой съезд Советов по сохранению народов Севера. То есть он возглавлял, будучи в Москве, очень много комиссий. Он, значит, сохранял народы Севера, он занимался переселением евреев в рамках биробиджанского проекта. Ну, значит, он руководил комзетом, тогда назывался комзет. Он также сохранял заказники-заповедники. Ну и, конечно, по мере возможности он вот эти репрессии того времени, да, он смягчал как-то вот эти все расстрельные приказы, он очень, значит, хорошо просматривал, чтобы люди неповинные не пострадали. Мы связались с его внуками. Вон его дети, а вот эти внуки, Сергей Глебович и Петр Глебович, они в Москве. Мало того, что я даже хотела с ними встретиться, будучи в Москве,
Вот, ну, этот старенький совсем артист театра. Мы были, значит, в его театре, подарили книги тоже ему. Этот, значит, внук подарил нам, вот здесь мы просто прикрыто, потом прислал нам книгу, значит, из библиотеки самого Петра Гермогеновича с его автографами, там, росчерками. Это «Капитал» Карла Маркса книга называется, но и новые книги есть. Поэтому, конечно, сделал много Петр Гермогенович. И в 1934 году, когда нужно было переименовывать станцию, ну, что такое ин, да, жизнь, веревка рыболовная, ну, как-то люди думают, ну, надо как-то назвать поселок, и обратились трудящиеся в Верховный Совет с просьбой вот присвоить имя такого выдающегося деятеля. В самом Смедовиче Петр Гермогенович, конечно, никогда не был. Он в 1935 году уже умер, а поселок с 1934 года. Вот эти экспозиции «Коммуна и Кор», «Соцгородок» и «Наш Дельмар» посвящено заселению еврейского населения, значит, биробиджанскому проекту. Значит, и, то есть, конечно, было время страшное, большие репрессии, но сюда приехало очень много иностранцев, евреев, очень много, огромные вложения денег были сделаны. То есть, если вот смотреть, в 1932 году 784 человека из Южной Америки, из Аргентины 116, Литвы 101, Франции 88. Вот, и КОР это, получается, что иностранцы приехали в Биробиджан, и часть из них приехали в Смедовический район для того, чтобы создать аграрно-промышленный городок в районе Камышовки. И вот они на таком молодом энтузиазме очень много построили там. Были построены дома жилые, школа, детский сад, библиотека. И самое главное, молочная ферма. То есть они снабжали молоком, сыром Хабаровск, мясом. Поэтому, конечно же, если бы не репрессии предвоенные, если бы не климат наш, когда было и так им тяжело, и тут еще все затопило, конечно бы, может быть, и проект бы закончился более лучше. И хочется вот прям, не могу не рассказать о Жорже Абрамовиче Ковале, потому что мы сами буквально лет 5 назад узнали о том, что он наш земляк. Получается, что в 2006 году Владимир Владимирович Путин посетил музей в городе Москве, посвященный ГРУ, да, то есть разведывательному управлению. И проходя и рассматривая стенды, он, зная многих из разведчиков, он говорит, а это кто? А на стенде в Москве тогда было просто Дельмар. И когда ему предоставили сведения, он, значит, на следующий год, он сначала хотел его вызвать, но, к сожалению, в 2007 году, в 2006, значит, он умер. И, значит, тогда посмертно президент дает ему звание Героя Российской Федерации. В 2017 году, будучи в Москве, нас встретили его родственники, значит, Майя, получается, вот его внучка, или племянница, да. Мы побывали на могиле, вон могила его, Жоржа Абрамовича Коваля. Мы привезли землю с его могилы, а свою землю высыпали там. И мы повстречались, самое главное, с его биографом. Его биограф Юрий Александрович Лебедев. Вот он, Коваль такой был. Значит, с Жуковым, директором Центра истории. И привезли очень много книг. Значит, Лебедев нам потом уже прислал. Но самое интересное, что мы привезли еще вот такой прибор. Потому что я думаю, ну что-то ж на память. Что держал в своих руках сам Жорж Абрамович. Я не сказала, может, кто не знает, что он был атомный разведчик, что до войны, значит, ему удалось внедриться в штат, американский штат, и в американское предприятие, вот это, которое разрабатывало атомную бомбу первую. И, то есть, самые основные секреты, состав, то есть, вот, атомной бомбы, он все это передавал в Советский Союз. Благодаря ему была создана атомная бомба советская, которая в 1949 году, значит, была испытана. И наступило вот это равновесие между
Америкой и Советским Союзом. Да, то есть и вот после уже, значит, удалось узнать о Жорже Абрамовиче, и мы тут узнаем, что он 2 года жил в соцгородке у нас, потому что родители эмигрировали с Америки, но они переехали в рамках биробиджанского проекта и были здесь у нас. Поэтому, конечно, мы гордимся, и теперь у нас не 5 героев Советского Союза, а 6. А Коваль у нас герой России. Поэтому вот такие интересные сведения. А вот фотографии, которых даже нет в интернете, это прислали нам, значит, служба Кремля. Вот как Владимир Владимирович, значит, еще Сердюков был военный министр, вручает вот звание героя. То есть звезда героя лежит в музее. Ну вот, кратко вам рассказала. Сейчас я вот задам, Спасибо. Да. процент, вот, структура населения какова здесь? У нас тут? Ага. Ну, структура населения, то есть поселок держится за счет железной дороги также. То есть у нас в основном ПМС, НГЧ, ШЧ, железная дорога и бюджетные учреждения, школы, детские Вот сады. Да. население, Ну, население, пенсионеров также много, конечно. национальный состав. Национальный состав, вы говорите. Ну, национальный состав, конечно, у нас в основном русские, уже даже евреев нет. Евреи вообще по еврейской автономной области раньше было лет 10 назад 4%, а сейчас вообще 1% уже остался там с хвостиком. Да, нет, русские. Ну и другие национальности тоже, конечно, есть. Очень много у нас гастробайтеров, вот Киргизия, Казахстан работают на путях мужчины. Да, тоже есть. Но они работают на путях, то есть они меняют эти самые пути на железной дороге, да, гастробайтеры, да. ОПМС-74 они работают, да. Я думал, только на стройках железной дороги думал как-то. Ну, они на зиму стараются не оставаться, мы их видим вот пока до зимы, а потом они, видно, уезжают. Ну, то есть временно, вахтом. Китайцы есть у нас, да. Китайцы у нас, значит, совместно с русскими вот, фермерские хозяйства, то есть арбузы, тыква, то есть вот они огурцы, помидоры, это они все выращивают, в аренду берут земли и, конечно, потом все это торгуют, да. Даже некоторые уже и постоянно живут, есть. Немного, но есть. И там, в принципе, сильно такого нет, но просто там... Кукан, как я хочу там побывать. Он же был в Каменке, сейчас это Сегодня новая какой? Каменка. Он был в Архангеловке. А с Архангеловки командир тунгусского отряда Шевчук, который вот эти бои тут все вел. Наш экспонат оценили, да? Да, это самое ценное. Да. Говорят, что это стоит наши деньги. Да. Как нельзя будет? Саха угунда хыня омотор вар инятте. Это вручную ковано. Да, здесь вот отверстие, куда они паклю вставляли, вот она дырочка, вот. Сюда Поджигали. они порох, да, там они поджигали. Мгм. Ну и там, скорее всего, наверное, какая-то тележка была, да, на колесах, потому что ее так невозможно тащить. Таскали. Конечно. Тогда Да, таскали. это интересно. Таскали. Таскали. Ну, есть.